В 1768 году Крымское ханство в который раз оказалось на переднем рубеже очередной русско-турецкой войны. Схватка двух империй имела тяжелые последствия для Крыма. Россия решила установить контроль над полуостровом, чтобы Турция не могла использовать крымские войска и военные базы в текущей войне, но прямой захват ханства грозил вызвать возражения европейских держав. Потому Россия решила пока что не присоединять Крым к своим владениям, а вначале сделать Крымское ханство полностью независимым от Турции. На деле эта независимость означала лишь смену турецкого господства на русское. Эта схема уже была успешно опробована на ордах причерноморских нагайцев. В 1770 году беи Буджакской и Егисанской орд, надеясь достичь независимости, отказались подчиняться хану и султану и переприсягнули Екатерине II. Представители императрицы не раз настойчиво предлагали крымским ханам помощь в свержении турецкого владычества, но переговоры заканчивались ничем. Ни Каплан II Герай, ни Селим III Герай не дали согласия на это. Несмотря на отказ ханов, среди крымской знати все же нашлось немало таких, кто считал, что стоит воспользоваться предложением россиян. Видными представителями этой партии были братья Сахиб и Шахин Гераи. Так и не добившись желаемого результата путем переговоров, в 1771 году Россия решила принудить Крым к независимости военной силой. В Крым была отправлена армия под командой князя Василия Долгорукова. Русские подчеркивали, что направили свои войска вовсе не за тем, чтобы захватить и присоединить Крымское ханство к России, а лишь для того, чтобы помочь крымцам освободиться от османского гнета. В отличие от предыдущих разорительных ударов 1730-х годов, на этот раз русским солдатам было приказано вести себя предельно вежливо. Им было строго запрещено убивать и грабить мирное население. Однако тех крымских татар, которые осмелились бы противостоять русской армии с оружием в руках, следовало карать самым суровым образом, в назидание прочим. Долгоруков подступил из степей к крепости Ор-Капы и на рассвете следующего дня атаковал ее укрепления. Практически без потерь русские овладели Перекопским валом. Хан Селим III Герай с войском уже поджидал неприятеля на перешейке, но ханская конница была бесполезна против мощной артиллерии, потому хан со своим отрядом был вынужден отступить. Сразиться на равных с русской артиллерией могли бы только турецкие пушки, но из-за войны на Дунае османских войск в Крыму тогда стояло немного, и подоспеть из Кефе к Ор-Капы ко дню штурма они не успели. Небольшой османский гарнизон в крепости Ор-Капы не стал воевать с русскими и сдал им крепость без боя. За это туркам было позволено уйти в Кизлев и уплыть домой. Долгоруков разделил свою армию на несколько отрядов и отправил их на завоевание крепостей, где стояли османские войска – Кизлев, Арабат, Керчь, Яникале, Кефе, Судак, Балаклава. Во всех крепостях повторялась одна и та же история. Турецкие гарнизоны либо сдавались почти без сопротивления, либо покидали крепости еще до прихода русских. Это пояснялось тем, что султан был поглощен войной на своих границах и был не способен вовремя послать в Крым подкрепление, которое смогло бы отразить наступление русской армии. А из двух османских командующих в Крыму, Абаза-паши и Ибрагим-паши, первый попросту сбежал во время вторжения, за что впоследствии был казнен, а второй остался с недостаточными силами и попал в русский плен. Кроме того, пророссийски настроенные Сахиб Герай и Шахин Герай шли вместе с Долгоруковым, убеждая турок и соотечественников, что крымские татары теперь в союзе с Россией и что сопротивляться нет смысла.
Селим III Герай отступил в Бахчисарай, но вскоре русские отряды пришли и туда. Хан вступил в переговоры с Долгоруковым, якобы соглашаясь на союз с Россией, но на деле он старался затянуть время, чтобы дождаться турецкого подкрепления. Но подкрепление так и не приходило, а между тем Селим III Герай заподозрил, что Долгоруков собрался арестовать его, потому хан скрылся и бежал в Турцию. Новым независимым ханом стал Сахиб-Герай, а Шахин-Герай колгою при нем. В сентябре 1771 года большая часть армии Долгорукова покинула полуостров, но оставила русские гарнизоны в бывших османских крепостях Крыма. В апреле 1783 года независимое Крымское ханство было ликвидировано.